бы мог подумать, что в 20 веке на земле нашей Якутской появится уникальный музей, где будет храниться то, что нельзя пощупать руками, выставить в стеклянной музейной витрине. Это устный музыкальный фольклор народов, веками населяющих нашу громадную, скудную на тепло землю якутов, ивенов, ивенков, югагиров, русских старожилов. Их предки сами не подозревали, какой удивительный, загадочный, космогонический мир, заключенный в древних эпосах, мелодиях, колыбельных, свадебных песен, любовных песнях красавиц-лебедиц. Эти песни возносились к духу человека и становились солнечными поводьями поколений. 25 лет существует этот уникальный музей, и они пролетели как одно прекрасное мгновение, хотя было необыкновенно трудно. Какое-то время музей фольклора и музыки народов Якутии существовал как общественный, и находился он в старинном здании Русско-Азиатского банка, владельцем которого до революции был тоже по-своему уникальный человек, купец-миллионер, меценат Эверстов. Вот на улице Кирова, 10, до сих пор стоит дом, который приютил вот наш музей с самого начала. Это здание бывшего Русско-Азиатского банка, которое занимало до нас музыкальное общество во главе с ответственным секретарем Любовью Егоровной Архиповой, которая передала нам это здание, за что мы ей благодарны всегда. И вот 10 лет мы ухаживали за этим зданием, и нам кажется, что ИЧИ, дух хозяин этого денежного здания, очень нам благодарен, потому что он нам посылал постоянно спонсорскую помощь. Ведь 2 года мы были общественным музеем, и вот для 3 работников штатных, так сказать, каждый месяц мы получали откуда-то сверху, к нам приходили деньги вот на зарплату. А когда мы стали в 91 году, уже вошли в реестр государственных музеев, тогда в Якутии не было грантов. На нас посыпались гранты. Правда, мы сами и писали заявки, но грант от президента Российской Федерации, грант от Министерства культуры Российской Федерации. Дважды мы входили в программу «Культура России», и этим вот мы, конечно, смогли блестяще, можно сказать, теперь уже совершенно оправданно, провести международные конференции, которые никто до нас вот такого масштаба не проводил. В мире нет и не было аналогов нашему музею. И уже с самого основания, причем в очень тяжелейших условиях, не имея своего помещения, музей начал завоевывать международное признание. Были проведены 3 международные конференции: «Шаманизм как религия», «Генезис, реконструкция, традиция» в 1992 году. В 2000-м музыкальная этнография тунгуса-маньчжурских народов, фольклор палеазиатских народов в 2003 году, а в 2005 состоялся международный научно-методический семинар «Традиционные обряды Саха». И все это благодаря подвижнической деятельности маленького музейного коллектива и, конечно же, Аизы Петровны Решетниковой, директора музея, кандидата исторических наук, лауреата фонда «Золотая медаль» Ирины Архиповой. Аиза Петровна – это тоже человек уникальный. Так получилось, что она проживает 2 жизни, 2 судьбы. Первая – это судьба профессиональной пианистки, вторая – музейщика и ученого. Конечно же, ее знают все якутяне, и не только. Среди поклонников теоретика музыки знаменитый дирижер и скрипач Владимир Спиваков, герцог Эдинбургский, лауреат Нобелевской премии Даниил Карптон-Гайдушев, американский педиатр и вирусолог. Слово «уникальный» очень подходит нам, потому что, став членами Ассоциации музыкальных музеев, куда входят музеи России, СНГ, и вот и ездя потом по музыкальным музеям на семинары Австрии, Германии, мы увидели действительно, что музеев фольклора-то нет, потому что никто не может даже представить себе, как можно экспонировать невидимые,
устные, нематериальные памятники вот устного наследия традиционного. И, конечно же, вот сначала мы тоже были в поисках, там очень трудно, ведь, знаете, я пришла к этой идее после уже создания многолетней работы над темой «Музыка якутских Аланхо». И вот написав эту статью объемную для 60-томной серии, я очень горжусь вот тем, что эта моя работа была заказана и вышла в серии, 60-томной серии «Памятники». Вот памятники фольклора, вот в серии называлось вот это словосочетание «памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока». Вот подвигли меня на то, чтобы, может быть, стоит и создать музей такой, посвященный вот таким необычным экспонатам. И вот поначалу, конечно, я думала, что самое главное вот донести те накопленные наукой знания, которые вообще по фольклору каждого народа, ну, уже как копятся в течение веков, там и отечественные науки, и приезжают еще и другие исследователи. И вот, но эти научные труды, они же тиражируются-то, тираж-то у них, ну, мизерный. Вот только для, так сказать, специалистов. Для узкого круга. Да, для узкого круга. И вот, а я, как вы знаете, очень мне хотелось всегда украсить жизнь моих современников и своими пояснениями о музыке, прежде всего классической раньше, да, да. А теперь, конечно же, столько знаю, надо возвращать народу. И вот такой музей был создан и поддержан музыкальным обществом нашей республики в лице вот его постоянно. Сначала было хоровое общество, потом музыкальное, и всегда секретарем была Любовь Егоровна Архипова. Прямо в уставе написано: миссия музея нашего необычного – это пропаганда, это даже лучшее слово к нам относящееся, чем популяризация, накопленных наукой знаний о фольклоре и традиционной культуре в целом, вот наших коренных народов Якутии. Ну, якутов, эвенов, эвенков, юкагиров, долган, чукчей, старожилов, русских старожилов, вот, живущих и как на побережье Арктического моря, так и прилянских ямщиков. И вот, и, конечно же, музыкального искусства, достижений музыкального искусства вот нашей какие республики. современные методы вы используете, чтобы донести? Вот Вам же приходят и маленькие зрители. Вот это самое главное, Да. которым удивляются все музееведы, начиная с Владимира Ильича Толстого, которые приезжают и обязательно посещают, всякий раз удивляются. Еще что-то нашли. Значит, слава Богу, у нас появилась видеотехника, у всех нас. Потому что по уму в таком музее должен быть какой-то театр фольклорно-этнографический, который хлопнул в ладоши, они появляются и изображают перед посетителями обряды, свадьбы там, да, и праздники. А, конечно же, это никогда не будет ни в одном музее мира. Только могут быть приглашенные, опять же, гонорары платить надо. Конечно. А тут сняли сами и включаем, когда хотим. Смотрят с Смотрят, интересом. конечно же. И вот прежде всего научно-популярные такие маленькие фильмы обо всем, чем угодно. Вот о земле первотворения, о вступительной формуле к эпосам эвенкийскому, эвенскому, якутскому, ну или вот, например, о шаманизме там, да, тоже мы все стараемся, потому что лектор, ни один лектор не может выучить наизусть вот с точным следованием вот всех этих терминов, да, а врать-то нельзя. И вот поэтому мы стараемся это все поставить, так сказать, теперь оказалось современную вот основу вот, техники. И нами освоены жанры. Как эпос показать? Да. Конечно, вот детям-то мультик нужен. И вот мы создали свой мультфильм «Нюргун Батур стремительный». И, значит, это, ну, о самом процессе это у нас есть целый фильм о фильме. Ага, понятно. Когда земля размером с коврик, сделанный из шкурки с головы дикого оленя, была, на самой середине средней земли жила-поживала одинокая старушка Нюнгурмок.
Кто это недвижимо парит надо мною? А, видит она меня. Ой, видит. Что за чудо этот птичий ребенок? Как отяжелел. Спи, мой дорогой сыночек. Вот ты какой лук, Аланна! Попробую пострелять. А куда? А вот дерево с дуплом. Молодец, Хуругачон! С этим луком ты станешь отличным охотником. Вы еще идете в народ? И мы даже предлагаем им интерактивные уроки, игры народов Якутии. И они очень любят в физкультурном зале сначала так свысока, а потом такой в азарт входят и стреляют из лука, и там прыгают по кочкам и так далее. То есть какой-то инвентарь с собой возим. И вообще вот нас обманули вот с этим зданием сегодняшним. Вместо первого целого этажа нам вручили половину третьего. Где вы в мире видели музей на третьем этаже, чтобы как к нам, да. И вот мы поэтому как манну небесную ждем вот то самое здание, которое мы уже являемся, так сказать, владельцами его, но в нашем оперативном управлении. И вот мы готовим постепенно, чтобы въехать туда с уже готовыми занятиями для школьников. А по школам мы вообще превратились, поскольку здесь невозможно собраться там и концерт дать, это и жилой дом, тут нельзя вообще, запрещают нас после там 5 вечера шуметь, что называется. Но вот мы превратились, есть же на севере кочующие школы, да? И вот мы, вот эта вот идея вот пришла, вот везде пишут там, и вот бабах однажды действительно, а почему бы не стать нам кочующим музеем? Тоже по тем же северным, так сказать, улусам, ведь мы же рассказывать-то будем им уже дома о их культуре, венов, ивенков, юкагиров, там, долган, чукчей. И вот стали мы выезжать, хотя у нас нет транспорта, естественно, но вот как-то выкручиваемся тем, что, оказывается, школам они передают там из уст в уста, что ли, ну или смотрят на сайты, что вот приезжают, музей такой необычный, с мультфильмами, с научно-популярными фильмами о якутской свадьбе 19 века, старшеклассники, видимо, переписываются, там удивляются, и с программой «Музыка для всех», там эти оперы. У вас несколько программ. Да, князь Игорь, например, да, он же входит, слово о полку Игореве, в школьный стандарт, а тут, в общем-то, все зевают, конечно, ну, это очень сложный текст, это вообще научное исследование должно быть вообще по этому предмету, по такому памятнику. И когда они видят все это и слышат эти лекции, в общем, это на глазах люди вообще меняются, и такие становятся. Как они реагируют, школьники? Вот наша радость в этой реакции. Вот не видели мультфильма. Что такое Ланхо, даже не знали. Это магазин, да, говорят. Вот название магазина. Вот. И, значит, и вот после, что с ними бывает после просмотров. И опять же, вот мы начали снимать видеоуроки одного из лучших преподавателей песен о Ланхо, Никандра Прокопьевича Тимофеева из села Кутана Сунтарского улуса. И вдруг поняли, что мы нашли, вот снимаем с камеры его уроки, мы нашли новую современную форму устных уроков. Ведь самое страшное вот в традиционной музыке, в фольклорной музыке, это петь по нотам. Это когда все утрачено, тогда, может быть, можно петь по нотам. Но вот это джебо наша, да, вот это наши импровизационные эти вот песни, алгысы все, как можно их до, ре, ре, до, до, как можно вот учить вот по нотам и судорожно вспоминать, какая комбинация нот в следующем такте. И вот мы, оказывается, нашли вот эту форму, как в старину, устно. Вот старики учили детей. Из уст в уста. Вот, из уст в уста. И грянул юбилей.
23 марта этого года на сцене Дома дружбы народов имени Кулаковского. В нем приняли участие многие творческие фольклорные коллективы, профессиональные певцы. Ну, конечно же, Герман и Клавдия Хатылаева. Они тоже национальное достояние нашей республики, давние друзья музея. Но само юбилейное действо представляло собой увлекательный экскурс в прошлое, настоящее и будущее музея фольклора и музыки народов Севера. За 25 лет существования музея кто только не побывал в его стенах, люди разных национальностей, вероисповеданий. В книгах отзывов оставили слова благодарности и восхищения известные ученые, дипломаты, журналисты, деятели культуры и искусства. Свое будущее наш музей связывает с некогда прекрасным, старинным, деревянным зданием, памятником истории и культуры Якутской городской мужской прогимназии 1873 года постройки. Самое старое здание в Якутске. Сейчас оно в обгорелых руинах, но Бог даст, да и республика посодействует. И туго натянутся в этих стенах солнечные поводья времен и поколений. И мы услышим и звонкий звук школьного колокольчика, зовущего на перемену, и топот мальчишеских ног, голоса прогимназистов, которые, вероятно, как и мы, живущие в 21 веке, мечтали о светлом будущем. И приехал к нам в Якутск Владимир Спиваков, народный артист Советского Союза. Это мой однокашник по интернату Центральной музыкальной школы при Московской консерватории. То он, конечно же, уехав, написал письмо на имя президента Вячеслава Анатольевича Штырова, что вот музыкальный музей без концертного зала, без этих залов, посвященных музыкальной культуре народов, коренных малочисленных народов Севера, что действительно стоит поддержать его. И Вячеслав Анатольевич дал нам в оперативное управление, вот находящийся за моей спиной, вот памятник истории и культуры, здание двухэтажное, деревянное здание Якутской городской мужской прогимназии. Вот вы не смотрите, что вот он обгорел. Ну, то есть 2008 года у здания был сторож, и поэтому очень быстро вызвал пожарных, когда в августе 2014 года его подожгли. Этот поджог доказан следствием. Но вот, наконец, после всех писем многочисленных и наших музейных, и Министерства культуры и духовного развития, вот Владимиром Ивановичем Тихоном, его командой, было предпринято беспрецедентное вообще такое движение в защиту этого памятника, потому что для якутян значение этого, казалось бы, такого страшненького в нынешнем состоянии здания, оно равноценно значению Царскосельского лицея для россиян, где училась вся будущая интеллигенция якутского народа, многие из которых были репрессированы. И вот я сама училась в этом здании, в 3-й школе, ведь оно всегда служило образованию. В советское время здесь был, значит, и рабфак, и 3-я школа вот моя, а после этого разные кафедры нашего университета, и оно, наконец, вот тоже перешло образовательному учреждению Музею музыки и фольклора. И вот я думаю, что мы должны все-таки создать об этих выдающихся выпускниках нашей прогимназии отдельный зал. Там, знаете, вот у входа вот с той стороны, значит, была такая лестница трехмаршевая, поднимающаяся на 2-й этаж, и с красивой балюстрадой. И вот здесь мы думаем создать такой периодически звучащий аудиофильм, зовущий на перемену не звонок электрический, а колокол. Потом распахиваются звуки распахивающихся дверей, какие-то юношеские голоса перекликаются друг с другом, даже топот вот этих детских ног. И, конечно же, голоса, ну типа «Булатын меген кюпекенду» или взрослый голос учителя. Павел Ксенофонтов, где ваш брат Гавриил? Я прошу передать вам ему. А в это время на стенах будут освещаться фотографии учителей и прогимназистов. И рядом будет, конечно же, в классе открыт небольшой зал,
где будет воссоздана дореволюционная школьная мебель, кафедра учителя. И вот на них будут располагаться посетители самых различных мероприятий, и выставок, и докладов, и, конечно же, кинопоказов о научной и культурной деятельности, их достижениях вот выдающихся выпускников этой прогимназии. Ну а дальше, конечно же, мы работаем над содержанием каждого из залов. Я думаю, что вот здесь, на первом этаже, там, где 5 окон, там будет располагаться концертный зал. Дальше 3 окна. Это будет уже зал кукольного театра. Третий там зал тоже будет для детей, так, возможно, даже для центра Хатылаевых. На втором этаже те же 5 окон будут располагаться музыкальная этнография якутов. 3 окна – это уже музыкальная этнография тунгуса-маньчжурских народов, ивенов, ивенков. И последние 3 окна – это уже фольклор арктических народов – долган, юкагиров, чукчей. Ну а там есть еще и был, вернее, спортзал, а этот зал будет уже называться, предназначен для игр и танцев народов Якутии. То есть это будет большой комплекс такого просветительско-образовательного центра. И мы будем все вместе продолжать выполнять государственную программу по дополнительному образованию детей в Республике Саха-Якутия. Deve 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 deyam Deve 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 deyam Devek seçi deve deyam Devek seçi deve deyam Deve dege deven kitkar Deve dege deven kitkar Hevi